Илона Кулбая – 15-летняя ученица Галской школы номер 2. Девушка поет ровно столько, сколько себя помнит. Однако пределов школьного ансамбля ее популярность еще не преодолевала. Но как только в рамках проекта «Окно в будущее для молодых талантов» они с музыкантами и продюсером Абзагу Марухба сняли клип, который был опубликован на различных информационных площадках, Илона стала получить многочисленные отзывы. Не все они были восторженными, как признается девушка, но даже из этой ситуации она сумела извлечь пользу. Были люди, которые поправили мои ошибки, конечно, я уважаю, я все учитываю, потому что в будущем я знаю то, что мне пригодится. Ну, конечно же, те люди, которые мне поправили, может, даже были негативные комментарии, я уверена, что эти люди хотят, чтобы в дальнейшем я все сделала правильно, из-за этого они мне написали эти негативные сообщения, комментарии точнее. Вот, из-за этого я все это учитываю, без всяких там обид. Между тем, не было бы клипа и даже аранжировки легендарной композиции Queen, если бы не проект «Окно в будущее для молодых талантов», который реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН. Как говорят сами музыканты, благодаря участию в проекте они смогли выйти на новый уровень. Этот проект был для нас очень полезным, в том плане, что мы смогли себя записывать. У нас были коллективы, мы там играли, но это все как бы не тот уровень. У нас уже есть возможность себя записывать, слышать себя. И уже как бы вышли на более чистый, уверенный этап. За время реализации проекта было проведено 12 обучающих мастер-классов во всех районах страны, в которых приняло участие более 200 человек. В Сухуми была создана звукозаписывающая студия, оснащенная профессиональным оборудованием. Более 50 музыкантов получили возможность абсолютно бесплатно записать свою первую песню. Мы в течение года ездили по всем районам Абхазии, проводили творческие смотры, по ходу которых мы отбирали творческую молодежь. Также проводили обучающие мастер-классы, в которых мы объясняли некоторые особенности музыкального производства для повышения осведомленности в этом вопросе. Еще в течение проекта в течение года мы записывали абсолютно бесплатно новые песни, аранжировки на основе идей участников данного проекта. После того, как песни были записаны, мы приступили к съемкам музыкальных клипов, которые транслировались и будут транслироваться на телевидении и в социальных сетях. Клип на песню «Сымра», который исполняет Милана Гунба, еще ждет озвучки. Но основную работу музыканты и клипмейкеры завершили. Снять сумели за один день. Как рассказывает 13-летняя певица, сниматься в клипе гораздо проще, чем выступать на сцене. По словам Миланы, она не планирует связывать свою профессию с музыкой, но петь обещает всю жизнь. Я хочу стать архитектором, буду строить дома и петь. Музыкой я хочу заниматься, так как у меня это вроде получается. Я хожу на танцы, тоже 8 лет, в музыкальную школу. Я уже в 4 классе по классу фортепиано. В программе проекта запланировано создание 16 клипов. В настоящий момент готовы 12 из них. Поэтому концерт хоть и итог, но не завершение основной работы. Организация «Промо-арт» запустила механизм, который не должен останавливаться. Клипы уже живут своей жизнью в сети, а музыканты получили стимул для развития. В то же время оставлять без поддержки их нельзя. Культура требует постоянного внимания и со стороны гражданского общества, и со стороны государства, считает менеджер проекта Абзагу Марухба. Мы 3 года жили во время пандемии, и не было никаких культурно-массовых мероприятий, и мы все это время проводили в интернете, грубо говоря. И человек, то есть наш местный зритель, он привык, так скажем, видеть какой-то определенный уровень, да, в этих источниках информации. И сейчас мы на местном уровне должны предоставить, я думаю, что нашему зрителю новые лица, новые имена, новый подход к написанию песен и так далее, потому что это необходимо, так как уже конкурировать с тем, что дает нам интернет, мы, к сожалению, пока не можем.
Поэтому это не только, так скажем, вопрос одного проекта, а это вопрос всей музыкальной культуры Абхазии, я считаю. И моя деятельность – это всего лишь капля в море. Таких проектов должно быть очень много. 20 номеров исполнили в Абхаз-госфилармонии начинающие и уже опытные музыканты со всех районов Абхазии. Но зрителей в зале собралось немного. Видимо, за годы пандемии уже прочно сформировалась привычка потреблять контент, а не наслаждаться живой музыкой. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.